В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Как обычно, мы подводим итоги уходящей недели, вспоминаем наиболее яркие события, обсуждаем их с экспертами. 2, 4 и 5 июля Абхазия вспоминала события 25-летней давности. В республике прошли памятные мероприятия, посвященные началу июльской наступательной операции в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В селе Тамыш почтили память погибших бойцов во время высадки десанта в июле 1993 года. В мероприятии приняли участие президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Геннадий Гагулия. Тамышский десант ознаменовал начало военной операции по освобождению столицы Абхазии от грузинских оккупантов, на которую возлагались большие надежды. В первую очередь необходимо было перекрыть имевшую стратегическое значение центральную трассу, ведущую на Сухум. По ней доставлялось оружие, боеприпасы и подкрепления для грузинских подразделений. Кроме того, операция была как отвлекающий маневр, что дало возможность абхазской армии осуществить успешное наступление на Широмском направлении. В Тамышской операции приняли участие группы «Ласточка», «Скорпион», «Дельфин», «Ислам», «Малыш», добровольческие отряды из Северного Кавказа, репатрианты из Турции, казаки. Всего около 300 человек. В июльские дни 93-го началась наступательная операция на Сухум в Нижней Ишере и районе двуречья севернее Сухума. В те дни здесь погибли 35 человек, ранения получили 87 бойцов. Параллельно с высадкой десанта в Тамыше в районе Гумистинского моста несколько дней шли ожесточенные бои. Ценой тяжелых потерь были заняты стратегически важные высоты над столицей Абхазии. Ежегодно сюда, в Нижнюю Ишеру, приезжают участники июльской операции. Традиционно они посещают могилу первого президента Абхазии Владислава Арзенба, а затем идут по боевым местам, вспоминая однополчан. В этот же день ветераны батальона «Горец» почтили память однополчан, погибших во время высадки десанта на горе Ахбюк. 25 лет назад вертолет с бойцами батальона попал в засаду. В тот роковой день из 46 десантников в живых остались лишь 17. Каждый год ветераны, бывшие бойцы батальона «Горец», друзья и близкие погибших приходят в парк боевой славы и возлагают цветы к могилам павших героев. 5 июля 1993 года завершилась сложнейшая операция по освобождению села Каман. Враг, плотно засевший в этих краях, был выбит неимоверными усилиями бойцов и ценой многих жизней. 19 человек погибли при освобождении села Каман, 13 при освобождении села Шрома и 32 при взятии горы Ахбюк. А еще двое пропали без вести в июле 1993 года. Это потери только одного Афона-Ишерского батальона. Несколько лет назад в селе Каман был установлен памятник погибшим. Каждый год боевые товарищи собираются здесь, вспоминают погибших друзей. Июльская наступательная операция 1993 года стала переломным моментом в ходе Отечественной войны народа Абхазии, сказал в интервью нашей программе доктор исторических наук, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Аслан Авицба. Если мы будем использовать терминологию истории Великой Отечественной войны, можно назвать июльскую операцию коренным переломом в Отечественной войне Абхазии. Хотя я не военный стратег, не военный тактик, но, на мой взгляд, план июльской операции нужно было бы включить в учебники по истории военного искусства, так как этот план был разработан с учетом сложившейся тогда обстановки и наличия двух фронтов. И правильное сочетание действий, военных действий на двух фронтах позволило достичь поставленной цели. В ходе операции, конечно, возникали тяжелые ситуации, трудные, но они оперативным вмешательством командования исправлялись, и в итоге результаты операции, можно сказать, были достигнуты. Не почему я говорю, можно сказать, в результате июльской операции территория Абхазии не была освобождена, как мы знаем, но в результате июльской операции наш враг вынужден был согласиться на подписание мирного соглашения или перемирия
где было оговорено его согласие о выводе своих войск с территории Абхазии. Ну, если противник соглашается о выводе своих войск, значит, он соглашается на то, что он ввел их незаконно, а незаконно вводит войска на чужую территорию. То есть, таким образом, в итог июльской операции продемонстрировал всему миру, что грузинская сторона согласилась с вторжением в Абхазию, которая являлась не составной частью Грузии, а самостоятельным государством. 4 июля 1975 года по искусственному туннелю, проведенному к Новоафонской пещере, прошел первый поезд с туристами. Это стало возможным благодаря открытию пещеры жителям Нового Афона Гиви Смыр в 1961 году. В память о первооткрывателе Новоафонской пещеры в административном здании пещеры открыли мемориальную доску. Теплыми словами вспоминают Гиви Смыр его земляки. О первооткрывателе пещеры, носящей сегодня его имя, художнике, скульпторе, настоящем патриоте своей родины, репортаж Алики Трапш. На церемонии открытия мемориальной доски памяти первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника, скульптора Гиви Смыр собрались его родственники, друзья, коллеги, жители Нового Афона. Они вспоминают Гиви Смыр как очень образованного, доброго человека, который пользовался уважением и авторитетом, внес большой вклад в культурное развитие своего родного города, Нового Афона. Все, что происходит сегодня с нашим коллективом, с нашей пещерой, это и пополнение бюджета, это и возможности сегодня показывать всем то прекрасное, то некогда было спрятанное природой от нашего глаза, а сегодня его могут лицезреть миллионы людей, как я уже говорил. Это великолепное, величайшее открытие Гиви Шамиловича Смыр. И именно благодаря ему мы находимся сегодня здесь. Всегда останется нашим старшим братом, нашим другом. Только человеку, любящему природу, она открывает свои тайны, написано на мемориальной доске Гиви Смыр. Действительно, Гиви Смыр с самого детства проявлял большой интерес к окружающему миру. Он часто с друзьями уходил в окрестные горы, ночевал под открытым небом. В селе Анхуа была пропасть, которая всегда манила юного Гиви. В 16 лет он совершил попытку спуститься в пещеру. Без специального снаряжения на простой веревке он пытался достигнуть дна пещеры. Увы, длины веревки не хватило, но это не остановило юношу. В 1961 году была организована первая большая экспедиция в Новоафонскую пещеру. В группу профессиональных спелеологов был включен и Гиви Смыр. Наконец его мечта сбылась, он достиг дна пещеры. Найденная более полувека назад Новоафонская пещера является второй по величине в мире и одним из самых посещаемых туристических объектов Абхазии. Значит, президент Америки приглашает его в пещеру в 3 часах езды от Вашингтона. Он был потрясен. Никита Сергеевич и строгие указания дал на постсоветском пространстве найти и благоустроить пещеру. И вот такое вот чудо. Была большая экспедиция, значит, может, человек 30 было, а штурмовая группа у нас была 4. И вот это был, конечно, колоссальный вклад. Сейчас это немыслимо благоустроить, вложить, значит, такие деньги в пещеру. И вот она оказалась таким чудом. Все последующие годы Гиви Смыр занимался спелеологией и изучением подземного мира, принимая участие в археологических раскопках в Абхазии. Особое место в его жизни занимало творчество. Гиви Шамилович был талантливым художником, скульптором. Его работы пронизаны любовью к природе, родине, а его мифические герои отображают абхазскую самобытность. Свои картины Гиви Смыр никогда не подписывал и не раз говорил, что не считает себя художником, так как композиции картин приходят к нему во сне, а он лишь переносит их на холст. Такое ощущение, что он постоянно где-то с нами здесь рядом, и не только со мной, и вообще те люди, которые его близко знали, которые его уважали, они не считают, что он ушел в другой мир. Вот. И тому доказательство, то, что он оставил очень большую работу после себя, живописную. Вот. И не только живописную, это и скульптурные композиции, и живопись. Вот. Поэтому я думаю, что
вообще в памяти в нашей, оно переросло уже в творчество, и поэтому будет идти вместе с нами, и с нашим народом, и с нашей Абхазией вместе будет во времени. Патриотизм Гиви Смыр проявлялся не только в мирное время, но и в годы Отечественной войны народа Абхазии. С первых дней войны он встал на защиту Родины и прошел всю войну. За мужество и боевые заслуги награжден орденом Леона. Гиви Смыр всегда проявлял заботу о сохранности исторических памятников Нового Афона и в окрестностях города. С целью защиты культурно-исторического наследия Афона в 1990 году вместе с единомышленниками он создал заповедник Анакапия, который сегодня по праву считается одной из визитных карточек города. Сотрудники пещеры с теплотой вспоминают своего руководителя. Гиви Шамилович был мягкий и спокойный, умел разрешить любую проблему, не повышая голосом, говорят они. Этот человек, которого нельзя было обидеть, и если что-то он говорил, именно не сделать. Когда он был, например, замом по спелеологии, я как старший методист приходила, мне какие-то вопросы нужно было по экологии решать. Он здесь недалеко находился. Пока я с ним два слова, приезжали со всей Абхазии. Он всем нужен был. Он, знаете, болел за все, вот сердце не выдержало. За пещеру, за чистоту, за порядок, чтобы сотрудники все нормально, довольны были. Он хотел, чтобы вся Абхазия была довольна, всем хотел, все мог. Гиви Смыр на своем личном примере доказал всем, что забота о родном крае стоит гораздо выше всех материальных благ. Нет сомнения, что начатое им дело будет продолжено жителями Нового Афона, которые также горячо любят свой город. Аля Катрапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. 12 лет исполнилось со дня основания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. В Сухуме прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В них приняли участие посол России в Абхазии Алексей Двинянин, гости из Донецкой и Луганской народных республик, Южной Осетии и Приднестровья. Перед началом торжественного заседания состоялось возложение цветов к мемориалу в Парке Славы. Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии было создано 4 июля 2006 года. В 2014 году ведомство преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. На сегодняшний день в управлении работают более 500 человек – пожарные, спасатели, горные спасатели и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Ежегодно министерство отправляет своих сотрудников на повышение квалификации в Россию. После торжественного заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МЧС Абхазии и МВД Приднестровской Молдавской Республики в области предупреждения и ликвидации ЧС. На этой неделе Абхазия принимала гостей. 2 официальные делегации посетили со знакомительными визитами нашу страну. Из Хашемитского королевства Иордании во главе с вице-президентом Сената Иордании Маниром Собером и представители деловых кругов Болгарии во главе с исполнительным директором корпорации «Лев Корпорейшн» Павлом Димитровым. В четверг делегацию Иорданского Хашемитского королевства, возглавляемую вице-президентом собрания аянов Иордании Маниром Собером, принял президент Рауль Хаджимба. Гостей также принимали в Народном собрании Абхазии. В состав делегации входили сенатор Самих Пино, генерал-майор Давуд Хакуз, экс-депутат парламента Мухаммед Раслан и представитель ТПП Республики Абхазия в Иордании Али Бакиш. Для Абхазии важно развивать отношения со всеми странами мира, чтобы о нас знали, чтобы мы были поняты мировым сообществом, отметил президент, приветствуя гостей. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, немаловажным стимулом развития двусторонних взаимоотношений с Иорданией является наличие там большой кавказской диаспоры. На территории вашего государства значительное количество наших представителей Кавказа, абхазов, которые живут в этом государстве, вместе с вами строят это государство. И, несомненно, для нас это является тоже стимулирующим фактором для того, чтобы эти активности нарастали. И я благодарен нашей торгово-промышленной палате, которая активно включалась во все эти процессы, дает свои результаты и в вопросах понимания нашего государства со стороны многих стран, которые так или иначе с нами сотрудничают. Уже имеющиеся признания со стороны ряда государств налагают на нас соответствующую ответственность. И мы многое что делаем для того, чтобы наша страна выглядела бы совершенно по-другому. Да, есть определенная активность во взаимоотношениях с Россией, она важна для нас, Россия нам помогает, но мы,
государство, которое должно само уже заниматься изысканием возможностей, которые есть, и немалые возможности, несмотря на то, что мы не самое большое государство, но ресурсов внутри своей страны достаточно. Их нужно просто правильно, целенаправленно использовать на строительство своей экономики, своего государства. Мунир Собер, вице-президент собрания аянов Иордании, поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что все члены делегации с большим удовольствием приняли приглашение руководства Абхазии посетить республику. Возможность обсудить перспективы экономического сотрудничества двух стран имеет большое значение, подчеркнул он. Благодарю вас за теплый прием, что вы нас приняли, как вы президент Республики Абхазия. Это для нас очень важно. Как мы, кавказцы из Иордании. Мы уверены, что наши экономические отношения в это время очень важны для нас, потому что это считается, что это первый шаг на будущее между нами. Экс-депутата Йорданского парламента Мухаммеда Раслана интересовало, на каком уровне сегодня у Абхазии отношения с Грузией. Рауль Хаджимба, отвечая на его вопрос, отметил, что взаимоотношений с Грузией сегодня у Абхазии нет. Есть только переговорный процесс на площадке женевских дискуссий. Что касается отношений с Грузией, они непростые, они были непростыми и до начала войны. Сегодня практически этих отношений нет. Есть переговорный процесс, который ведется в рамках Женевы. Там обсуждаются практически многие направления наших взаимоотношений, начиная от самого важного для нас вопроса, вопрос неприменения силы. К сожалению, пока грузинская сторона на это не идет, мы воевали, и мы не были зачинщиками этой войны. Мы одержали победу, и возврата к прошлому уже больше не будет. Как отметили члены йорданской делегации, многие представители абхазской диаспоры, которые проживают в Иордании, просили передать слова приветствия и сказали о том, что при первой возможности еще раз приедут в Абхазию. В завершении встречи Рауль Хаджимба подарил вице-президенту Йорданского сената абхазский национальный головной убор башлык, а членам делегации памятные монеты. Мунир Собер преподнес главе государства в дар икону ручной работы, специально изготовленную в Палестине с символами двух стран. Затем делегацию из Иордании принял спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия. Во встрече также приняли участие вице-спикер парламента Ливон Галустян и депутат Астамур Логуа. Следует отметить, что вице-президент Йорданского сената Мунир Собер четырежды был депутатом парламента и уже трижды является сенатором. В этой связи он отметил важность встречи в стенах парламента Абхазии, так как есть возможность обмена опытом и обсуждения возможностей двустороннего сотрудничества. В рамках соглашения, подписанного между Торгово-промышленной палатой Абхазии и Союзом частных предпринимателей Болгарии, нашу республику со знакомительным визитом посетила делегация болгарских экспертов, которую возглавлял исполнительный директор компании «Лев Корпорейшн» Павел Димитров. В составе делегации также были представитель компании Петко Добринский и эксперт в области обработки мрамора и гранита Митко Бояджиев. Рената Шакая расскажет о предыстории визита болгарской делегации и о встречах в Абхазии. 18 июня президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава встретилась с президентом ТПП города Варна Иваном Табаковым. Во встрече также приняли участие предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса. Представители ТПП Республики Абхазия презентовали фильм о нашей стране, в котором был представлен ее экономический, инвестиционный и туристический потенциал. По словам Тамила Мирцхулава, презентация вызвала большой интерес среди участников встречи. Стороны отметили важность первого этапа развития двухсторонних торгово-экономических отношений. Делегация из Абхазии также посетила столицу Болгарии, Софию. Здесь Тамила Мирцхулава подписала соглашение о сотрудничестве с генеральным секретарем Союза частного экономического предприятия Болгарии Виолиной Наковой. Стороны выразили уверенность, что соглашение станет импульсом к развитию взаимодействия между Абхазией и Болгарией. Прошла очень хорошая встреча, продуктивная, где нам было предложено провести презентацию нашей республики. Мы показали очень хороший фильм получасовой, который изготовила ТПП Абхазии, по итогам и просмотрам которого задавались разные вопросы, на которые мы отвечали, интересовались
логистикой, страхованием, товарооборотом, существует ли он или нет между Абхазией и Республикой Болгария. Буквально несколько дней назад болгарские эксперты прибыли в Абхазию с ответным визитом. Цель первого приезда – обсудить возможности создания совместных предприятий в нашей стране. Приезд представителей Союза частных предпринимателей Болгарии в Абхазию свидетельствует о переходе от дружеских отношений к партнерским, отмечалось на встрече. В период пребывания в республике делегация из Болгарии планирует ознакомиться с инвестиционным потенциалом нашей страны. Исполнительный директор компании «Лев Корпорэйшн» Павел Димитров отметил, что если инвесторов устроят условия сотрудничества, то для Абхазии откроется окно в Европу. В рамках рабочей программы, подготовленной ТПП, состоялись официальные встречи членов болгарской делегации с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагуле и министром экономики Адгуром Ардзамба. Также гости посетили ряд предприятий – завод вина и воды Абхазии и табачный цех «Леон», который работает на основе сырья из Болгарии. Рената Шакая для событий недели. О цели приезда предпринимателей из Болгарии, о состоявшихся встречах и о своих впечатлениях в интервью нашей программе рассказал руководитель делегации Павел Димитров. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы первый раз в Абхазии? Да, мы за первый раз пребываем здесь, в Абхазии. Что вы знали о нашей стране до приезда сюда и насколько ваши ожидания от нынешнего визита в нашу республику оправдались? Мы почти ничего не знали про Абхазию и благодарим Торговско-промышленной палате Республики Абхазии и президенту Тамила Мерцхулава, что они нас пригласили сюда, чтобы нам узнать за возможности республики и возможность делать совместные начинания, которые будут в выгоде в обоих стран. У нас очень хорошие впечатления и думаем, что есть очень большие возможности партнерства двух стран. Болгария, как и Абхазия, страна Черноморского бассейна, и в вашей стране главными отраслями экономики являются сельское хозяйство и туризм. И, безусловно, в этой связи Абхазии очень интересен опыт Болгарии. Как вы думаете, какие перспективы сотрудничества у наших стран в этих сферах? Мы думаем, что есть очень большая перспектива в развитии сельского хозяйства. У нас, правда, есть очень большой опыт в этой сфере. Про туризм могу только сказать, что здесь в Абхазии очень хорошая природа и есть возможность расширять эту деятельность. Болгария славится своим вином. По общей площади виноградников ваша страна занимает место в первой мировой десятке. Ежегодно в Болгарии производится более 10 миллионов гектолитров вина. В Абхазии тоже очень ценят хорошее вино. Более того, у нас почти в каждом доме его производят в домашних условиях. Удалось ли вам попробовать такое вино? Да, мы были в винзаводе, в главном винзаводе в Абхазии. Мы встретились с господином Борисовичем, оценили как очень хорошее абхазское вино. Мы тоже сделали с ними встречу и переговор для возможности сотрудничества. Почему-то, если вы не знаете, в Болгарии очень хорошие сорты, и мы можем импортировать виноград. Да, виноград можем импортировать, чтобы помочь делать еще лучше и лучше вино. А есть ли у вас наши сорта виноградов? Изабелла, Качич, например? Нет, эти сорта, которые мы здесь увидели, они, может быть, специфичны за регион, но оценили как очень хорошие. У вас за эти дни состоялось немало встреч, в том числе и с руководством Абхазии. Эти встречи носили ознакомительный характер или уже наметились какие-то конкретные планы? Да, это у нас был первый визит в Абхазии. Его роль была, чтобы его характер был ознакомительный. Но кроме этого мы сделали встречи в разных отраслях, где уже добили очень большую представу. И когда сделаем второй визит и придут инвеститоры, они уже могут знать с конкретики, какие возможности, чтобы сделать совместное сотрудничество.
Продолжая тему инвестиций, да, вот вы на этих встречах говорили, что отмечали, в частности, что Абхазия очень привлекательна для инвесторов. Существуют ли, на ваш взгляд, какие-нибудь препятствия для того, чтобы привлечь болгарского инвестора в Абхазию? Я думаю, что когда человек будет первый, он успеет. Так что независимо есть или нет какие-то препятствия, их надо перешагнуть, чтобы успеть. А здесь рынок, есть большие возможности, и мы должны сделать усилия, чтобы успеть в этом нашем начинании. Между ТПП Абхазии и Союзом частных предпринимателей Болгарии подписано соглашение о сотрудничестве. Какие шаги уже сделаны в рамках этого соглашения? В рамках этих соглашений уже вот это вторая визита, первая встреча была в Болгарии. Приходили президент торговско-промышленной палаты Тамила Мерцхулава и ее делегация. А сейчас у нас это обратная визита, чтобы мы узнали больше про республику. Но также уже у нас есть ясные точки, в которые мы можем, пункты, в которые мы можем говорить про развитие наших отношений. Это сельхозпроизводство, добыва гранита и мрамора, может быть гидроэнергетика. Тоже у нас есть возможности помочь с нашим опытом в страховательной индустрии. И вообще очень много у нас сферы, в которые можем сделать совместные проекты. Вы уже буквально через несколько часов уезжаете из Абхазии. Что вам больше всего запомнилось в нашей стране? Какие впечатления вы с собой отсюда увезете? Наши впечатления очень хорошие. Мы благодарим про приглашение и очень теплого встречания, которое мы уже увидели, почувствовали. И нам очень понравилось. Люди здесь хорошие, общаться с ними легко. И думаем, что это одна часть из нашего совместного начинания. И вообще нам это поможет, чтобы выградить наши совместные взаимоотношения. А насколько болгары, вот, на ваш взгляд, близки к нам? Есть у нас что-нибудь общее? Конечно, что есть общее. У нас Черное море общее. У нас, как город Варна, самый большой город морский в Болгарии, он напрямую прямо на Сухуми. Так что, конечно, что есть общие дела. У нас тоже в Болгарии народ, большинство это славяне, как и здесь есть. И у нас одинаковые традиции даже. Если посмотрите кухню, тоже у нас одни и тоже блюда есть, одинаковые. Например, мамалыгу у вас едят? Мамалыга есть, но в Болгарии ее называют качамак. А какая она? Такая же, как у нас, или немного другая? Такая же, но внутри ложим немножко брынзу. А тоже вот фасоль, который я попробовал, тоже такой же и в Болгарии. Перец здесь, как его делают, тоже так делают и в Болгарии. Говядина такая же в Болгарии. Получается, у нас очень много общего. Общая кухня, любовь к вину, туризм, общее Черное море. Да, очень у нас общих вещей есть, так что думаю, что это возможность за успех совместных наших начинаний. Спасибо вам большое, что вы нашли время в своем плотном графике и ответили нам на наши вопросы. Мы желаем вам удачи во всех ваших начинаниях на благо наших обеих стран. Спасибо тоже.
Абхазия получила приглашение к участию в главной дамасской международной выставке, которая будет проходить в Сирии с 6 по 15 сентября. Уже сформирован состав делегации из 45 человек, руководителей и представителей нескольких министерств и ведомств Абхазии. Премьер-министр Геннадий Гагулия поручил руководителям министерства заблаговременно проработать возможность подписания соглашений о сотрудничестве с соответствующими ведомствами Сирии в рамках предстоящей выставки. Первый день после открытия станет Днем Абхазии. Для нашей страны будет выделена концертная и выставочная площадки, поэтому необходимо разработать подробную программу. Площадь абхазского павильона на выставке составит свыше 100 квадратов. Новобранцы, прошедшие курс молодого бойца, приняли присягу на верность Родине. Торжественная церемония прошла в Министерстве обороны в присутствии высшего военного руководства ведомства и родственников. Репортаж Сарии Смыр. С раннего утра курсанты готовятся к торжественной церемонии принятия присяги. Несмотря на жаркую погоду, ребята, как и подобает настоящим солдатам, терпеливо ждут, когда наступит их очередь. Я, Арсалий Наладиков, торжественно присягаю на верность своей родине, Республике Абхазия. Клятвенные слова «достойно служить и защищать Родину» каждый новобранец знает наизусть. Текст воинской присяги они выучили с легкостью и задолго до сегодняшнего дня. Этот день для них очень важен, ведь именно с него начинается настоящая служба в рядах вооруженных сил Республики Абхазия. Готовились к принятию военной присяги. Личный состав с поставленными задачами справился. Было нелегко. В жару занятия проходили по тактической подготовке, марш-броски. Со всеми поставленными задачами личный состав справился. И вот сегодня в количестве 34 человек личный состав принял военную присягу и распределен по воинским частям и подразделениям Министерства обороны Республики Абхазия для прохождения дальнейшей военной службы. Распределять новобранцев будет руководство. Их пожелания здесь не имеют значения. Главное – навыки и способности, которые не успели продемонстрировать на курсах молодого бойца. Что же касается самих новобранцев, каждый из них считает своим долгом служить Родине. Я считаю, что это каждый человек, который находится, не только в Абхазии, да и в принципе каждый человек должен послужить своей родине, ведь это его родина, его честь, он должен давать присягу. А я закончил Абхазский государственный университет, экономический факультет, после чего призвался в армию. Деды, отцы, прадеды наши, многие сложили из них головы во время войны, и каждый из нас должен дать долг за все это. Наша страна готовила всегда достойных сыновей, и каждый из них, вот как раз-таки, что в моем, что в ряду со мной стоят, что стояли до меня, кто принимался на присягу, просто должен. Уже давно стало традицией на воинскую церемонию приглашать родственников солдат. Несмотря на тревогу, которую они испытывают, отправляя детей в армию, сегодняшний день все же самый главный как в жизни новобранцев, так и воспитавших их родителей. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. День столицы Абхазии Сухума, поставший уже традицией, отмечается в первую субботу июля. В этот раз из-за погодных условий городские власти перенесли праздничные мероприятия на воскресенье, 8 июля. С 18 часов на набережной у памятника неизвестному солдату начнется музыкальное мероприятие для детей. Управление образования администрации города Сухум подготовило для юных жителей столицы разнообразную программу. Ростовые куклы, интерактивные развлечения, флешмоб, дискотеку, запуск воздушных шаров. В 20 часов 30 минут празднование Дня города продолжится концертом на территории Сухумской крепости, подготовленным Управлением культуры столичной администрации с участием артистов абхазской эстрады. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.